эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии ведут особый противопожарный режим. Силами МЧС региона и их подведомствами проводятся усиленные проверки в многоквартирных домах и на частных территориях. Свыше 9 миллиардов рублей направят ГУП ЖКХ республики на погашение задолженности и завоз топлива. В целом утвержденный план перевозок жизненно важных грузов на текущий период составляет 613 тысяч тонн. В Якутске спасли сердца двух младенцев. В республиканской больнице номер 1 успешно прооперировали двух малышей в возрасте 4 и 5 месяцев. От истории Отечества до актуальных проблем международных отношений в Ленске определились будущие дипломаты. Участие в конкурсе приняли 13 человек. Впереди Кубок Ивана Ярыгина. На ковре ожидается выход более 30 якутян. Когда планируются схватки якутских борцов? Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории региона обсудили на рабочей встрече главы Якутии с начальником МЧС России по региону Павлом Гариным. Он доложил главе о текущей ситуации. На территории республики с начала года зарегистрировано 120 пожаров, при которых погибло 14 человек, в том числе 9 детей. Основным местом возникновения пожаров является жилой сектор, включая надворные и хозяйственные постройки. Это 67% от общего количества. Ключевые причины – нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение при эксплуатации печей. Глава Якутии поддержал предложение Павла Гарина о введении на территории республики особого противопожарного режима в соответствии с федеральным законом о пожарной безопасности и выполнении всего комплекса мероприятий. С началом года в Якутии заметно увеличилось количество техногенных возгораний. В связи с этим силами МЧС Якутии и их подведомствами проводятся усиленные проверки пожарной безопасности в многоквартирных домах и на частных территориях. Подробности в следующем сюжете. Сотрудники управления МЧС по республике регулярно проводят проверки пожарной безопасности жилых домов. Особенно это актуально для новых домов, в которые только заселяются жильцы. В проверку входят обход этажей, укомплектованность пожарных щитов и шкафов и, самое главное, наличие пожарной сигнализации. Зачастую это нарушения у нас идут с пожарными дверями связаны. Не установлены устройства для самозакрывания, доводчики, также уплотнительные резинки отсутствуют на дверях. Пожарные краны, они не укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Пожарная сигнализация зачастую тоже она неисправна у них. Либо отключена, либо неисправна. Вот это вот самые грубые нарушения. На территории Якутии с начала года было зарегистрировано 120 техногенных пожаров, из которых 80 произошло в жилом секторе. Это на 21 больше, чем в прошлом году, отметили в Главном управлении МЧС Якутии. Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия настоятельно рекомендует всем жителям республики установить автономный дымовой пожарный извещатель в жилом помещении. Автономные дымовые пожарные извещатели выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку они могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителя об угрозе пожара. Громкость и частота звука извещателя способны разбудить даже крепко спящего человека. Трагическое событие произошло в Нюрбинском районе в селе Нюрбачан, где в ночь на 28 января загорелся двухэтажный частный дом. Пламя унесло жизни 5 человек, 3 из которых дети. Еще 2 – женщина и 4-летний ребенок, были госпитализированы. Если взять случай, то, что произошло в городе Якутске 29 декабря, который унес жизнь 3 людей, и из них 2 детей, то неполных, как говорится, месяц у нас произошли пожары, которым унес жизни 11 детей. Это страшные цифры, для нас неприемлемые абсолютно. Сегодня подпишут указ о особом противопожарном режиме по республике. И сегодня в рамках этого указа мы будем проводить рейды по жилому фонду, которые должны проводить власти на местах и, конечно, требовать, чтобы были установлены АДП. Для предупреждения возникновения пожаров активно проходит информирование квартирантов и жильцов частных домов о пожарной безопасности. Ведь, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск.
В Якутске состоялась коллегия МВД, на которой подвели итоги работы за прошлый год. Якутия остается одним из наименее криминогенных регионов Дальнего Востока. Уровень преступности составил около 1450 случаев на 100 тысяч населения, что ниже среднеокружного показателя. За год сократилось число убийств на 1,3%, тяжких преступлений, повлекших смерти, более чем на 12%. Также стало меньше краж, грабежей и разбоев, снизилась уличная преступность. А вот раскрываемость преступлений выросла почти до 58% и превышает средние показатели в стране. В этом году ровно 3 года, как был избран новый состав общественного совета. За это время было проведено более 500 мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений, с объяснением гражданам о том, как не попасть в руки мошенников, потому что именно вот эти 3 года это была активная деятельность вот в этом именно направлении. Сейчас занимаюсь самой одной из актуальных видов преступной деятельности, которые на территории России есть, да? Это борьба с мошенничествами дистанционного характера. Хочу поблагодарить руководство МВД Республики, которое оценило мою деятельность и деятельность моих товарищей. А также отдельная благодарность хочу выразить своим наставникам, которые нам передали огромный опыт. В этом году в республике введут 5 домов арендного жилья на 810 квартир. Реализация проекта направлена на формирование цивилизованного рынка аренды жилья для отдельных категорий граждан, в том числе на привлечение и закрепление востребованных специалистов и квалифицированных кадров, необходимых для социально-экономического развития Дальнего Востока. Застройка охватит Якутск, Алдан, Нерюнгри и Мирный. Всего в рамках реализации программы для Якутии предусмотрен лимит арендного фонда в объеме 1003 квартир. Ну а в республике по итогам прошлого года построено и модернизировано более 20 котельных. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. По его словам, реализация проектов стала возможной прежде всего за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, а также благодаря привлечению федеральных средств и внебюджетных источников финансирования. В этом году начинается строительство 4 котельных – в Верхоянском, Хангаласском, Усть-Алданском улусах и реконструкция сетей тепловодоснабжения с протяженностью более 20 километров практически в половине муниципальных образований республики, что обеспечит надежность предоставления коммунальных услуг. Свыше 9 миллиардов рублей направит ГУП ЖКХ на погашение задолженности и завоз топлива. В Якутии ведется активная фаза в доставке топлива в арктические, северные, труднодоступные населенные пункты, где в общей сложности необходимо завести более 600 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. По словам министра ЖКХ Вячеслава Емельянова, несмотря на объективные сложности, возникающие в ходе завоза и эксплуатации топливных ресурсов, органы власти и профильные службы стремятся минимизировать социальную нагрузку на население и решать возникающие вопросы на ранней стадии, не допуская развития кризисных ситуаций в муниципальных образованиях. Высокотехнологичную помощь теперь получают маленькие пациенты прямо в Якутии. Сегодня в республиканской больнице завершились 2 сложнейшие кардиооперации новорожденным. Как это стало возможным, в нашем материале далее. В республиканской больнице номер 1 Национальном центре медицины Якутии успешно провели сложнейшие операции на сердце. Пациентам всего 4 и 5 месяцев. Диагноз – тяжелый врожденный порок тетрадофало. Для проведения ювелирной работы в Якутск специально прилетел главный детский сердечно-сосудистый хирург Сибирского федерального округа Павел Теплов. Для него такие визиты уже становятся доброй традицией. Я у вас не в первый раз, я у вас уже был. И в прошлый раз мы спокойно сделали 2 операции, то есть без каких-либо осложнений. В принципе, да, все соответствует тому, чтобы эти операции выполнять и делать. Методика, скажем так, она классическая для тетрадофало, но маленечко модернизирована под современные реалии. То есть мы стараемся не сильно вмешиваться в одном тракте правого желудочка, скажем, более щадяще оставлять массу миокарда для того, чтобы сердце работало. Но в обоих случаях мы уже посмотрели эхо, шанс на выполнение радикальной коррекции очень-очень высокий. Такие мастер-классы от федеральных экспертов – это не просто операции, а школа высшего пилотажа для местных специалистов. Например, заведующему отделению Николаю Павлову нужно было под руководством эксперта самостоятельно провести такое же вмешательство. Как подтверждает Теплов, который привез с собой и своего анестезиолога, результат всегда зависит от всей команды. С этим абсолютно согласен и якутский хирург. У нас командная работа, и здесь результат зависит от слаженной работы всей команды.
Это не только оперирующий хирург, здесь играет роль и ассистента, и анестезиолога, врача-перфузиолога, также непосредственно послеоперационный уход пациентов. Эта вся сложная работа приводит к результатам. Диагноз тетрадофало подразумевает 4 компонента внутри сердца, которые нарушились. И эти все компоненты мы должны коррегировать, чтобы ребенок был здоров. Развитие кардиохирургии в Якутии – стратегическая задача. Руководство больницы делает ставку на обучение у лучших и внедрение передовых методов. У нас отделение функционирует как самостоятельное профильное отделение кардиохирургии. Специалисты владеют, но у нас сейчас технологии не стоят на одном месте. И как раз вот мы всегда практикуем, учимся у лучших и внедряем самое лучшее у нас для того, чтобы наши пациенты, не выезжая, получили высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашего Национального центра медицины. На сегодняшний день около 80 детей в год получают подобную высокотехнологичную помощь. Всего же на диспансерном учете с врожденными пороками сердца состоят 2500 юных якутян. Развитие этого направления ведется в рамках стратегического указа главы Якутии по развитию здравоохранения до 2030 года. А значит, у самых маленьких жителей республики, нуждающихся в помощи, становится все больше шансов на здоровое будущее. Дарья Короленкова, Артумен Наговицын, Якутск. Совершенствование социального обслуживания, реализация семейной демографической политики и перспективные планы обсуждают социальные работники на республиканском семинаре. Сейчас в 19 домах-интернатах находится около 2000 человек. 238 граждан пожилого возраста проживают в приемных семьях, а работники республиканского центра в прошлом году выполнили около 1 миллиона соцуслуг по 14 направлениям. Это профессиональный уход на дому маломобильных граждан, помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию и реализация нацпроекта «Активное долголетие». В этом году стоит задача внедрить новые технологии по предоставлению соцуслуг, в том числе реализацию проекта «Добрый сосед». Наш семинар, он проходит в различных форматах, то есть все мероприятия имеют практическую значимость. Это и методические семинары, это круглые столы. Вчера у нас состоялась коллегия Министерства Республики. И завтра, например, у нас будет стратегическая сессия. Ну, что хочу сказать, что когда мы говорим о планах и перспективах, главным фундаментом всех изменений, конечно же, является фокус на человеке. И человекоориентированная политика, человекоцентричные подходы – это основа развития отрасли социальной сферы в целом. Оперативный штаб республики продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Для дополнительного обеспечения военнослужащих из Якутии продолжается поставка высокотехнологичного оборудования, снаряжения и оснащения. Работа ведется по утвержденной республиканской комиссии номенклатуре «Вместе к победе». На этой неделе отправляются 6 автомобилей с гуманитарной помощью и адресными посылками. Также Северо-Восточным фондом помощи Донбассу организуется сбор средств и продуктовых наборов ко Дню защитника Отечества. Параллельно организован сбор и доставка гуманитарной помощи. Это транспортные средства, техника и адресные посылки от предприятий, организаций и жителей нашей республики для передачи военнослужащим. С начала 2026 года организовано 3 рейса для перевозки гуманитарных грузов, доставлено 8 транспортных средств и 12 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. Первый региональный спутник «Чолбон» начал работу. В Якутске торжественно передали в эксплуатацию первый якутский космический спутник. Аппарат успешно прошел летные испытания. Получена первая фотография с бортовой камерой и тестовые данные. На борту собственная разработка якутских специалистов, 12 Arduino совместимых микроконтроллеров. Продолжительность миссии около 3 лет. Спутник станет базой для образовательных программ и прикладных научных исследований. В Якутии продолжит поддерживать юные таланты через проекты при поддержке целевого фонда будущих поколений республики. Тем временем в Ленске определились будущие дипломаты. Организаторами конкурса выступает районное управление образования. Он проводится уже в 20-й раз и только 2-й год в очном формате. Участие в конкурсе приняли 13 учеников. В течение нескольких часов ребята отвечали на широкий спектр вопросов от истории Отечества до актуальных проблем международных отношений. Состоялась и проверка знаний иностранных языков.
Интерес к внешней политике Российской Федерации и международным отношениям, навыки ораторского искусства, умение вести дискуссии, чувство патриотизма и активная гражданская позиция. Все эти качества присутствуют у участников старшей лиги. Каждый из них уверенно держался на сцене, рассказывая свой доклад. После выхода Израиля в 2005 году из сектора Газа, военное сопротивление Палестины или же группировка Хамас 2 годами позднее захватила в этом регионе власть, что повлекло за собой блокаду и последующие конфликты государств. Активные же боевые действия начались 7 октября 2023 года и продолжаются по сей день, вовлекая в себя все больше государств. Василий выбрал тему Ближнего Востока, интересы и причины конфликта государств. Я выбрал именно эту тему, потому что мне показалось, что она самая актуальна на данный момент, и я выражаю интерес в эту сторону нашего мира, нашей политики в целом, и Россия непосредственно участвует в этом конфликте, выражает свою позицию. Справился вполне успешно, хотя были, если быть честным, косячки небольшие, но думаю, что можно рассчитывать на хорошие места, потому что вполне уверенно справился. На все вопросы ответил. Вполне достаточно вопросов, чтобы раскрыть мою тему, было задано мне. Выступление Никиты Мыреева тоже эксперты оценили высоко. Молодой человек наизусть выучил свою работу, четко и развернуто ответил на все вопросы. Арктика, зона международного соперничества или сотрудничества. Почему именно эта тема? Потому что она показалась мне интересной, когда я ее делал, она стала даже актуальной. Я оцениваю, как будто бы я хорошо рассказал довольно-таки. Думаю, выиграю, поеду в Якутск. Экспертами выступили учителя русского языка и литературы, истории, английского языка, также представители правоохранительных органов, заместитель прокурора и адвокат. Они задавали участникам вопросы, надо сказать, довольно сложные. Также в процессе общения с экспертами будущие дипломаты представили грамотное владение английским языком. France, Germany, UK sent little army to the Greenland, and the President of the United States, Donald Trump, get sanctions to the country, and they go back home. Помимо этого, конкурсанты продемонстрировали свою эрудицию в знаниях международной политики Российской Федерации и сотрудничества России со странами Центральной Азии, развитие отношений страны с государствами африканского континента и многими другими. В этом году у нас видно, что руководители и дети были более подготовлены, чем в прошлом году. В этом году участвуют те дети, которые в прошлом году участвовали. В прошлом году экспертами им были даны рекомендации, также замечания, они все учли. И сейчас также заметно, что уровень подготовки стал выше. По итогам конкурса юными дипломатами были определены 3 участника. Макар Нашко – конкурсант младшей лиги, Василий Миронов и Никита Мыреев – старшей лиги. Все ребята прошли на республиканский этап. На данный момент их работы отправлены на отборочный тур в город Якутск. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Смарт-библиотека Якутска делает еще один шаг в сторону будущего. Она является одной из самых передовых библиотек на Дальнем Востоке, которая работает с помощью технологий, которые бесконтактно и автоматически ведут учет и отслеживание. По этой же технологии начали тестировать робота-библиотекаря. Подробности в следующем сюжете. Привет, я ваш библиотечный помощник. Сейчас в моей коллекции представлены бумажные книги. В библиотеке тысячи книг, и без подсказки легко растеряться. Цифровой помощник помогает посетителям ориентироваться, подсказывает, где находятся нужные книги, рассказывает о новинках и предстоящих мероприятиях. Новый формат взаимодействия уже заинтересовал и самих читателей. Я люблю читать книги. Я люблю книги про животных. Там очень интересно. А вот то, что такой робот появился, как ты думаешь, это будет полезно? Да, очень полезно. Будет приносить книги. Этот кот может мяукать, я очень удивилась. А покажи, пожалуйста. Мяу. Робот работает по заранее заданным сценариям и схемам. Сейчас система проходит этап настройки. Функционал постепенно расширяют, а возможность самостоятельного передвижения по залам планируют внедрить на следующем этапе.
Данная модель роботов-промоутеров не нова в России. Так, в крупных городах страны данная модель робота успешно реализована в медицинских учреждениях и сети ресторанов для продвижения товаров и увеличения продаж. Поэтому мы решили переосмыслить миссию и функционал нашего робота и превратить его в робота-библиотекаря для продвижения библиотечных услуг и повышения узнаваемости смарт-библиотеки. Особое внимание в проекте будет уделено языковой среде. В День родного языка и письменности, который отмечается 13 февраля, бот заговорит на якутском языке. Добавим, что робот-библиотекарь берет на себя часть рутинных задач, помогая основным сотрудникам сосредоточиться на работе с читателями и образовательных проектах. Наша библиотека является самой первой передовой не только у нас в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку, которая впервые запустила RFID-технологии именно в библиотеках. И по этим технологиям у нас появился Белла-бот, который станет не только помощником и библиотекарем, но и целым проводником по всей библиотеке, который будет рассказывать и показывать, где находятся самые нужные отделы. Например, абонемент, читальный зал, либо детский сектор. Проект реализуется в пилотном формате, но уже рассматривается как шаг к развитию всей библиотечной системы. Появление робота-помощника символично в Год культуры в Якутии. Он объединяет традиционные ценности, книгу и родной язык с современными технологиями, показывая, что культура развивается вместе со временем. Желаю вам хорошо провести время. Таяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Я ваш библиотечный помощник. В Жиганске с 9 по 11 февраля пройдут состязания для школьников и студентов. Участники будут готовить национальные блюда из северной рыбы. Соревнования станут частью регионального этапа чемпионата профессионала. Каждому нужно приготовить 2 блюда – горячие из омуля, холодные из ряпушки. Работу конкурсантов проверит экспертная комиссия. Возглавляет ее преподаватель Центра «Арктика» Раиса Масаева. Жюри обратит внимание не только на вкус и внешний вид блюд, но и на то, как участник разделывает рыбу, как организовано рабочее место и соблюдает ли участник правила безопасности. 2026 объявлен Годом культуры в Якутии. Основная цель – сохранение культурного наследия, развитие искусства и духовный рост жителей. Нерюнгринский район с первого месяца этого года активно включился в мероприятия, посвященные тематике. Одним из культурных мероприятий стал юбилей образцового детского ансамбля «Ладушки». 2026 год – год единства народов России и год культуры в Якутии. Обе инициативы, федеральная и региональная, взаимно усиливают друг друга, создавая единый вектор на укрепление общероссийской гражданской идентичности через признание и развитие культур всех народов страны. Связывая год культуры и год народного единства, в нашем районе Нерюнгринском объявлен год культуры народов России. Символично в год культуры Нерюнгринский образцовый детский ансамбль «Ладушки» отмечает свое 25-летие. Ансамбль очень талантливых детей, они выступают в разных жанрах. Охватывают и эстрадный жанр, и народный русский фольклор, что очень примечательно для нашего такого многонационального района. На главной сцене города состоялся не просто отчетный концерт, а путешествие во времени, где встретились несколько поколений большой творческой семьи. Это замечательный, интересный, удивительный концерт, ни на что не похожий, где сколлаборировались некоторые номера, очень много новых интересных номеров. Хотелось бы поблагодарить и детей, в первую очередь руководителя Трубникову Марину Юрьевну, которая уже на протяжении 14 лет ведет целенаправленно коллектив, сама очень творческий человек и очень интересные моменты. Яркие творческие номера были разбавлены воспоминаниями о том пути, который прошел коллектив. За четверть века ансамбль взрастил сотни талантливых детей. Помню нашу первую запись. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. Юбилей в кругу друзей. Под таким названием прошел отчетный концерт, в котором также приняли участие творческие коллективы района, друзья и партнеры ансамбля на протяжении многих лет. Кульминацией юбилея стал праздничный торт, который вынесли под знакомую всем песню «Каравай». Были задуты свечи и загаданы желания. Планы большие. Впереди
планируем поездку на конкурс, поэтому будем активно готовиться, конечно, как без этого. Также впереди много различных мероприятий, к которым мы уже готовимся, несмотря на свой юбилейный концерт. За четверть века детский образцовый ансамбль «Ладушки» стал одной из творческих визитных карточек города Нерюнгри, успешно объединяя несколько поколений. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Красноярске с 29 января по 1 февраля в 37-й раз пройдет Кубок Ивана Ярыгина. Борцовскую сборную Якутии на крупном международном соревновании представят сильнейшие. А лидеры команды начнут свою борьбу уже в четверг. Именно в этот день в борьбу вступят призеры прошлогоднего турнира, а также легионеры. На ковер выйдут представители категории до 57, 61 и 70 килограммов. За медали сразятся Лев Павлов, Федор Постников, Виктор Яковлев, Константин Копрынов. В женской борьбе Якутию представят Александра Копылова, Севиль Назарова и Надежда Галдина. Во всех этих весах утешительные схватки, а также финалы и малые финалы, которые состоятся 30 января. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.